Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем 12-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула-1 Гран-при Португалии. Вторым линию финиша пересек напарник британца финн Вальтери Боттас. Тройку лидеров замкнул нидерландец Макс Ферстаппен из Red Bull. Россиянин Даниил Квят из Альфа Таури занял 19-е место. Для 35-летнего Хэмилтона эта победа стала 92-й в карьере. По этому показателю он обошел немца Михаэля Шумахера. Британец продолжает лидировать в общем зачете. Вторым идет Боттас, третью позицию занимает Ферстаппен. Следующий этап соревнований пройдет в Италии с 31 октября по 1 ноября. Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов заработал за все время выступлений в UFC 10 миллионов долларов призовых, не учитывая бонусов. За свой первый поединок в промоушене против иранца Камала Шалоруса россиянин получил 10 тысяч долларов гарантированных выплат. В последнем же бое против Джастина Гейджи Нурмагомедов заработал 3 миллиона призовых. Кроме того, он получил 90 тысяч в качестве бонусов. Напомним, сразу после защиты титула чемпиона UFC в легком весе в поединке против американца 32-летний спортсмен заявил о завершении спортивной карьеры. Всего на его счету 29 побед и ни одного поражения. Карен Хачанов опустился на одну позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, обновленная версия которого была опубликована на официальном сайте организации. Теперь россиянин располагается на 18-й строке. Напомним, на прошлой неделе Хачанов дошел до четвертьфинала турнира в бельгийском Антверпене. В настоящий момент в топ-10 рейтинга есть два российских спортсмена. Это Данил Медведев, занимающий 6-е место, и Андрей Рублев, располагающийся на 8-й строке. В лидирующей тройке изменений не произошло. Возглавляет рейтинг серб Новак Джокович, следом идет испанец Рафаэль Надаль, на третьем месте австриец Доминик Тим. Омский «Авангард» на своем льду со счетом 6-3 выиграл у екатеринбургского автомобилиста в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. В составе победителей дубли оформили Александр Хохлачев и Сергей Толчинский. По одной шайбе забросили Рид Буше и Наиль Якупов. У гостей взятие ворот провели Станислав Бочаров, Алексей Макеев и Георгий Белоусов. «Авангард» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 29 очков. Екатеринбургский клуб, имеющий 28 пунктов, идет на второй позиции, так как лидирует в своем дивизионе. В следующем матче омские хоккеисты в гостях сыграют с петербургским СКА, а автомобилисты на домашней арене примут ярославский «Локомотив». Футболисты московского «Спартака» одержали победу над Краснодаром в гостевом матче 12-го тура Тинькофф российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 3-1. В составе красно-белых результативными ударами отличились Эсекиэль Панце, Джордан Ларсон, а также новичок команды Виктор Мозес, для которого этот гол стал первым в составе московского клуба. Единственный мяч хозяев поля, кстати, тоже дебютный, забил Леон Сабуа. «Спартак» продлил беспроигрышную серию в лиге до 5 матчей и вышел на первое место турнирной таблицы, набрав 27 очков. Краснодарцы идут на 8-й строке, имея в активе 18 пунктов. В следующем туре москвичи на своем поле примут Ростов, а Краснодар в гостях сыграет с грозненским Ахматом. Гол студента Северо-Восточного федерального университета Янника Самплея помог липецкому ЛКС победить астраханский «Волгарь» в домашнем матче 5-го тура регулярного чемпионата «Пари-матч» высшей лиги России по мини-футболу. Встреча завершилась со счетом 2-1. Самплей отличился с 10-метровой отметки после 6-го фола гостей. Еще один мяч липецкой команды забил Джибраил Алханов. У астраханцев голом отметился Давуд Штибегов. Теперь на счету его рица 5 голов в текущей регулярке. Также отметим сейв воспитанника якутской «Зари» Никиты Евтушенко. Страж ворот парировал удар 6-метровой отметки при счете 1-1. Напомним, Самплей и Евтушенко, а также универсал Никита Рычков перешли из якутской «Зари» в ЛКС перед стартом текущего сезона. В составе «Волгаря» также играл экс-футболист якутского клуба Челустан Пестряков, однако он результативными действиями не отметился. К этому часу это все спортивные новости. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!